Руководитель МУП «Тепловик» Мясников Алексей Васильевич. Алексей Васильевич, очень приятно. Пойдем. Директор муниципального унитарного предприятия «Тепловик» Алексей Мясников доложил Владиславу Хавалыгу, что главная котельная административного центра Пехема фактически готова к запуску. По данной котельной я считаю, что мы готовы на 99%, так как за это время было сделано много работы. Вскопана, проделана новая теплотрасса, это в районе 2,5 километров в трехрядном исполнении. Заменены новые котлы у нас были в котельной, в центральной. Данной проблемой остается и нас единственное, что не хватает денег, это установить водоподготовку, чтобы была полная теплоотдача воды, соответственно, чтобы поступала хорошая вода в систему отопления. Центральная котельная снабжает теплом 13 организаций, из них 2 социально значимых объекта – это детсад и школа. Также 8 многоквартирных домов, магазины. Но есть проблемы с котельной номер 3, которая отапливает частный сектор. Мы хотим обратиться к Рио главы с вопросом, с тем, чтобы нам помогли. То есть у нас есть еще одна данная котельная на балансе МУП «Тепловик», это котельная номер 3. Она у нас является убыточной и является у нас очень проблематичной тем, что на той котельной у нас система отопления 1982 года вся лежит в земле, то есть не соответствует никаким нормам. Идут очень большие теплопотери. Объекты, которые были ранее подключены, это объекты ЦКБ, они все отключились, а остались только 24 квартиры и, соответственно, ветхие сети. Данные ветхие сети смысла уже делать нету, потому что почему? Уже на данных сетях у нас в конце отопительного сезона произошло 4 порыва. Отмечается износ котлов и в отопительной системе центральной кожунной больницы. Там вообще плохо. Они в этом году сильно подпрыгивали. С Нового года фактически не вылазили с котельной. Действительно, оборудование котельной больничного комплекса «Турана» не менялось с момента введения в эксплуатацию. Сами хозяйственники уверяют, что запустят тепло в установленный срок. Как начало отопительного сезона, кровь из носа мне надо. Ладно, хорошо. Эти два Пока я не сделаю, мне же... Тот ремонтирует. Один новый, получается, 2 с той котельной, да. И вот этот старенький, да. Да. 4. 2 с той котельной, один новый с Минздрава купили уже. Четвертый, И вот это 4. А те... пятый. Проинспектировав объекты, Владислав Хавалык подытожил, что помощь дополнительной материальной и финансовой помощи туранским тепловикам необходима. Нашли ряд решений по замене котлов, либо по ремонту котлов. Прежде всего, это центральная котельная город Турана, также центральной кожунной больницы. Решили здесь там поддержать приобретение котлов, и в том числе и по замене теплотрасс, потом по водоподготовке. Беспрецедентная помощь идет именно конкретно по МУП «Тепловик». Приобретается 2 новых котла «Регата» 1,6 мегаватт мощностью взамен 3-го, 4-го, 1-го, 2-го котла, которые здесь уже 3 с лишним года отработали. И, соответственно, будем решать вопросы по водоподготовке, которые на сегодняшний день просто отсутствуют на всех 3 котельных, которые в Туране обслуживаются. Соответственно, эти вопросы решим. За счет этого, соответственно, снизим издержки по углю и по расходам на электроэнергию. Это основные 2 статьи, которые несут большие убытки предприятий на сегодняшний день. Поставив задачу, в Рио главы республики пожелал туранским тепловикам грамотно распорядиться новым оборудованием, качественно подготовить имеющиеся котлы к новому сезону и заверил, что еще раз лично, так сказать, контрольно проверит проделанную работу до наступления холодов. Сайгын Бербю, Буян Монгуш, Мирана Иргит, Тува 24.